Стало известно, что 8 июня китайскими полицейскими был убит известный писатель Нурмухамед Тохти. За 70 дней до печальной новости Тохти был арестован. После чего тело писателя было передано его семье. Несмотря на то, что Тохти был мертв, на нем все еще были наручники. Глава информационного центра Восточного Туркестана Абдуджалил Каракаш сделал следующее заявление. Смерть писателя, завоевавшего всеобщее признание, еще раз доказала, что лагеря пыток, называемые китайским режимом центрами обучения, ничем не отличаются от концлагерей фашистов. Факт того, что в момент передачи тела на нем были наручники, возмутителен. Придет день, когда Китай обязательно ответит за свою жестокость. Китайские власти запретили ввоз продукции из Казахстана. По сообщениям Туркестан Пресс, в связи с массовым падением скота в Мангистауской области, Управление пограничной службы при таможенном бюро Китая наложило запрет на ввоз скотины, мяса и молочной продукции. Во время протестов в Алма-Аты полицейские задержали 200 человек. В воскресенье, когда проходили выборы на 500 митингующих. Известно, что протест в Алма-Аты связан с задержанием поэта-песенника Рината Заитова, который обвинил власти в нечестных выборах. Комиссия по борьбе с нацизмом и дискриминацией при Евросоюзе констатировала рост нацизма и исламофобии в некоторых странах Европы. В докладе комиссии подчеркивается, что популизм, ненависть и вражда к иммигрантам негативно сказывается на политике Евросоюза. Министерство иностранных дел Украины строго осудило действия российских спецслужб, задержавших 8 татаров на территории Крыма. Мы осуждаем задержание татар и спецоперации российских спецслужб в Симферополе, Белогорске и Алуште, пишется в заявлении министерства. Найдены останки потерпевшего крушение близ китайской границы Ан-32, принадлежащего индийским военно-воздушным силам. Военно-воздушные силы Индии сообщили, что ведутся работы по поиску тел пассажиров и экипажа. Причины крушения неизвестны.